Две Нивы уже красуются возле гаражей Сунжинской противопожарной спасательной службы. Еще одна машина «Лада Гранта» уже выехала на задание. Кондиционер, подогрев сидений, высокая мобильность, полный привод, пониженная передача и 80 лошадок под капотом. Словом, машина готова к любым условиям. Магомед Кадзоев, водитель «Белой ласточки», такими характеристиками доволен. Машина очень комфортная, соответствует всем параметрам, да, вот кондиционер, стеклоподъемники, подогрев сидений, все, что нужно, тут есть. Я доволен машиной, так как мы их очень долго ждали, так как наша техника устарела, задержки были большие. Когда машина выезжает на выезд, там каждая минута, как говорится, дорога. По времени она быстрее нас доставит, это самое главное. От компетентности, мобильности и скорости спасателей зависит жизнь и имущество людей, оказавшихся в беде. Деньги на приобретение нового транспорта были выделены по поручению главы региона из Национального фонда развития Ингушетии. Все три машины будут распределены по пожарно-спасательным отрядам. Одна машина у нас будет передана, сейчас мы докомплектуем ее, то есть спецсигналы, полоски наклеим. И передадим ее в Малгобек, Малгобекский район, то есть зона ответственности, где базируется поисково-спасательный отряд «Тарко». Вторая машина «Нива», она будет передана городу Карабулак, где у нас базируется, дислоцируется поисково-спасательный отряд, так и называется Карабулак. Это не первая поддержка со стороны властей Ингушетии. В 2021 году на службу ПСО РЗИ поступили 2 новых автомобиля. В прошлом году также в РЗИ был проведен полностью косметический ремонт. В общем, сделано все возможное для того, чтобы сотрудники обладали хорошим ресурсом. Отсюда и результаты. За 2022 год спасателями совершено 913 выездов, в результате чего было спасено 909 жизней, в том числе 73 ребенка. Новый автомобиль, естественно, скорость. Вот, оперативно решаем вопрос и спасаем жизни людей. То есть там дорога каждая минута, каждая секунда. Поэтому это очень важно, конечно, для нашей республики и для нашей спасательной службы. Хотим поблагодарить главу нашего и наше правительство за то, что они в последнее время уделяют большое внимание именно спасательной службе нашей. Вот, мы знаем, насколько важна служба работа наших спасателей в данное время. Первыми во время ДТП, пожаров и стихийных бедствиях на место чрезвычайных ситуациях приезжают именно спасатели. А новый современный транспорт поможет выиграть время на месте возникновения ЧС. Так спасать жизни будет проще. Адам Гулоев, Мухаммед Белакиев, Новости 24.